Дорогие друзья, да благословит Всевышний нашу встречу. Пусть крепнет и процветает наша республика, наш народ, наша многонациональная Россия. Каждый раз, когда приезжаю сюда, сердце наполняется особой радостью и гордостью. Мира, благополучия, добра и согласия всем нам. Эгикал, как и другие горные селения, одно из свидетельств мастерства ингушских зодчих и почтительного отношения к камню. Жилые и боевые башни строились на века, рядом, вместе. Яркое свидетельство того, что гостя хозяева примут со всем кавказским радушием, но и врагу дадут отпор. Для становления настоящего защитника отчизны с древности до времен не столь давних в горной Ингушетии проводился праздник испытания – посвящение мужчины. Юноши показывали силу, ловкость, чтобы получить из рук горянок заветный и дорогой подарок, а от уважаемых старейшин услышать признание их как состоявшихся мужчин. В дни празднования 15-летия Ингушетии, устроенное в горах действо с участием юношей-горцев, привлекло и гостей, и жителей республики. Ведь где, как не в горах, проверять мужество и стойкость? Начался праздник благословения старейшин. Запев из романа эпопеи Идриса Базоркина «Из веков» пожалуй, самый лучший призыв к испытуемым юношам. Ведь они должны глазами обозревать весь мир, но ногами врасти в землю отцов своих. Дорогие друзья, мы решили воссоздать праздник, описанный нашим всеми нами уважаемым, любимым писателем народным Идрисом Базоркиным. И сейчас вы это увидите. Вовер! Цуяхка гозеле квачики ламурачен. Тахца ши ит. А из муамни сделать эгви. Тойцу ваттеш. Лозер цедеш. Эйна хагулли вахтейт вахшахари. Кегинах. Мехкри. Хагулли вахшахари. Хагулли. Кадай. Зажигательные народные танцы среди гор производят неизгладимое впечатление.
Кажется, что сами каменные исполины с высоты своей вечности наблюдают отточенные движения, восхищаясь силой жизни, заключенной в наших танцах. При поддержке актеров театра юного зрителя, танцевальных коллективов Ингушетии, испытуемые юноши демонстрировали ловкость, силу, меткость, умение управлять конем. Но главное испытание все-таки было показать себя зрителям. Это довольно тяжело собраться, взять себя в руки, когда наблюдает сотни глаз. Но надо отдать должное и зрителям. Болели они за юношей искренне и горячо. I know
Не остались в стороне от действия Олега Кали и гости Ингушетии. Импровизации находили самый живой отклик у зрителей, что неожиданно, зачастую довольно зрелищно. Пожалуй, концертная площадка среди башен в окружении людей, которые фальшь могут и не простить, самая народная экзаменационная. И здесь наши любимые исполнители выкладывались со всей ответственностью и душой.
Завершающим аккордом праздника в горах явились конные скачки, участниками которых стали практически все. Уж здесь внимание каждого было приковано к состязанию издревле, без привлечения, почитаемому на Кавказе. Это не гонка, это спор благородных животных, единение человека с конем. Победителя скачек с государственным флагом Республики Ингушетия зрители встретили, не скрывая эмоций. Испытуемые юноши получили из рук старейшин кинжалы, а также подарки от президента Ингушетии. Победителю скачек, кто у нас победил? Кто? Харва. Это премия денежная. А теперь слово тебе. Высунул дел рез лоша. Дел рез долж беркет и вахар долша. Дел шедек мелах так больше долша. Дел мел сирду ниже меслены. Накануне праздника в горах столица республики, городе Магас, ставшей большой строительной площадкой, при огромном количестве людей и гостей Ингушетии прошло зрелищное представление и парад, посвященный 15-летию образования республики. Новейшая история ингушского народа – это созидание. Ингуши издревле строили высь, тянулись к светилу, умели постигать глубины тайны и силу камня и слова. И очень символично, что завершился праздник в горах, среди башен, вековых свидетелей созидания народа.